Вопросы профилактики наркопреступности в молодежной среде обсудили в общественной приемной главы Коми. Сегодня преступлений в этой сфере совершается значительно меньше, а раскрываемость растет. Однако вопрос остается по-прежнему острым и требует особого внимания не только правоохранителей, но и общества. Как обезопасить себя и окружающих от необратимых ошибок, выяснил Иван Беречевский. 270 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков совершено с начала года только в Сыктывкаре. В основном это сбыт. Полицейскими изъято свыше 11 килограммов дурмана. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, стражи порядка выявили 32 случая пропаганды запрещенных веществ. Раскрыто 144 уголовных дела, в том числе в отношении 11 несовершеннолетних. Чаще всего дети приступают закон под влиянием дурных компаний. Как правило, начинается все с вредных привычек и так называемых легких наркотиков. Зачастую мы становимся подвержены вредным привычкам, когда у нас психологическая устойчивость ниже допустимой нормы. И когда человек уже не знает, как по-другому, находит альтернативный способ снять либо нагрузку, которую он ощущает, не видит другого выхода. И вот для того, чтобы осознать, что несмотря в какой бы сложной ситуации вы ни оказались, у каждого человека, независимо от вашего уровня образования, от состояния здоровья, от учебного заведения, есть ресурсы, которые в любой ситуации вам могут помочь. Ресурсы бывают внешними и внутренними, главное их найти. Ребята делятся на 2 команды, чтобы коллективно подумать о том, как можно помочь себе в стрессовой ситуации. Одни делают упор на стрессоустойчивость, самоанализ, общительность и умение себя поддержать. Другие на внешние резервы. Нам могут помочь друзья, какая-нибудь деятельность, хобби, спорт, какие-то увлечения, рекреация, развлечения, учебные материалы, чтобы подготовиться к пересдаче, возможно, психолог. Ну и книги тоже относятся к хобби. Однако не каждый может найти в себе стойкость. В момент, когда человек начинает употреблять или еще чего хуже распространять наркотики, особую внимательность должны проявить близкие люди, которые нередко помогают вернуться к нормальной жизни. Если человек занимается исключительно наркосбытом, то у него появляются деньги в достаточно большом объеме, не свойственном его роду занятий, то есть обучение в школе либо в каком-то другом учебном заведении. Он начинает делать покупки, которых бы он не мог бы сделать, начинает уделять время посещению различных увеселительных заведений. То есть наличие материальной обеспеченности, оно всегда близким понятно. Потом, как правило, данные люди также начинают употреблять наркотики, либо попадают, наоборот, в преступность, связанную с наркосбытом именно через потребление. При употреблении запрещенных веществ меняется сознание и поведение, поэтому определить наркозависимого не так сложно. Куда сложнее противостоять тем, кто пытается подсадить молодежь на наркотики. И в этом вопросе важно, чтобы сами активные молодые люди поддерживали своих ровесников. Для молодежи всегда лидерами мнений будет кто? Молодежь. Правильно? А вы здесь как раз самая яркая, самая активная молодежь. И мы с общественным советом МВД России по городу Сыктывкар запускаем медиапроект, который как раз и направлен на то, чтобы ваше мнение лидеров, молодежи сегодня активно запускать в социальных сетях молодежи, чтобы повышать правовую грамотность молодежи на сегодняшний день. В целом, сегодня в Сыктывкаре количество наркопреступлений снижается, а раскрываемость растет. Однако вопрос профилактики наркопреступности всегда требует особого внимания. Иван Беречевский, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.